Крым Реалии. Приветствую всех, кто в это время присоединился к радио Крым Реалии. В эфире программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM, а также можете смотреть вот прямо сейчас нашу прямую трансляцию на нашем канале в YouTube или на нашей странице в Фейсбуке. Итак, о чем мы будем говорить дальше? Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 4 марта 2019 года продлил на год санкции в отношении России, которые были введены в 2014 году после российской аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что, цитирую, действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы института на Украине, угрожают миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности страны, а также способствуют незаконному присвоению ее активов. Конец цитаты. Кроме того, они продолжают предоставлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, говорится в этом сообщении. Итак, давайте попробуем разобраться. Но сегодня, практически в отличие даже вот от недавних сообщений о том, что могут быть введены очередные санкции в отношении российских предприятий, а возможно и некоторых самых высших должностных лиц, которые вот эти санкции, их еще по-другому называли там санкции из ада, такое ему придумали название журналисты. Так вот, когда появилось сообщение в конце февраля о введении тех санкций, то была даже определенная реакция на фондовых рынках России. Пусть небольшой, но тем не менее это отобразилось на курсе рубля, на курсе доллара, на курсе евро, который продавался на российских биржах, на курсах акций российских предприятий. Но вот это вот введение сегодня, продление на год этих санкций, каким образом оно повлияло на российскую экономику? Я сейчас задаю этот вопрос российскому экономисту Дмитрию Некрасову. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте. Дмитрий, ну вот продление еще на год американских санкций в отношении российских предприятий, российских должностных лиц, каким-то образом оно было замечено на российской экономической территории, скажем так? Нет, но никто же в здравом уме не предполагал, что санкции не будут продлены. Таким образом, это абсолютно ожидаемая вещь, которая никоим образом не является, с моей точки зрения, не содержательным каким-то серьезным информационным поводом, и она ничего не меняет. То есть понятно, что санкции это надолго. Понятно, что в той ситуации, которая есть сегодня, тот санкционный режим, который есть сегодня, смягчаться точно не будет, поэтому это просто автоматическая вещь. Если бы там произошли какие-то большие подвижки, какие-то встречи Путина с Трампом, можно было бы там чего-то теоретически ожидать, но в текущей ситуации, все это очевидно, и все это было давно заложено в любые цены. То есть продление санкций само по себе не является сколько-нибудь значимым событием для экономики. Все давно и так ожидали, что они будут продлены. Понятно, что, то есть, скажем так, все сегодняшние санкции, которые сегодня реально существуют, они так или иначе уже учтены рынком, заложены в ценах и наносят, очевидно, вред российской экономике в том плане, что ограничивают возможности ее развития. Но, с другой стороны, любые такие серьезные движения, которые могли привести к каким-то катастрофическим последствиям, в том числе движение капитала и так далее, они уже большей частью произошли. То есть, например, всю вторую половину прошлого года достаточно много денег иностранных инвесторов на ожидании введения ограничений торговли российским долгом ушло из России, и это привело именно тогда к достаточно заметному на 10% изменению курса, и тому подобные вещи. То есть, по большому счету, пока, по крайней мере, ничего серьезного нового не анонсировано. Из того, что анонсировано, не сделано, а именно ограничение на работу с госдолгом и с другими российскими финансовыми инструментами, это по большому счету уже наполовину отыграно, потому что, объявив о том, что они это сделают, имеется в виду, когда Штаты это объявили, это сразу привело к тому, что значительная часть инвесторов уже ушло. И они продолжают в целом сокращать свои позиции. То есть даже когда эти санкции введут, я бы не ожидал какого-то резкого движения на российском рынке, потому что значительная часть денег уже ушла. Потому что о них уже рассказали, да, какие это могут быть санкции. То есть это не какая-то тайна, это уже стало явным.
Да. Но они об этом рассказали еще летом, потом не сделали в ноябре, когда все это ожидали. И даже если сейчас сделают, что весьма вероятно, да, там, допустим, весной, к этому моменту уже все подготовились. Это там на 90% это событие уже учтено во всех ценах и во всех диспозициях. Соответственно, каких-то радикальных вещей, которые бы могли произойти в ближайшее время, я не вижу и не ожидаю. И тут надо, я всегда говорю одну простую вещь. Санкции, безусловно, долгосрочно сильно влияют на российскую экономику и долгосрочно ограничивают возможности ее роста. В условиях санкций российская экономика не будет расти. Однако все те эффекты санкций, которые могли привести к каким-то катастрофическим сценариям, к каким-то серьезным падениям, за исключением, может быть, единственной вещи, которая еще не сделана, это отключение СВИФТа, все эти эффекты уже реализовались. То есть сейчас, если не рассматривать отключение СВИФТа, по сути, любые другие действия, неважно, там, американцев или европейцев, ли, к катастрофическим событиям в Российской Федерации не приведут. Потому что в течение 5 лет как власти страны, там, экономические, финансовые и прочее, так и в целом, что более важно, инвесторы и бизнес, что иностранный, что российский, в целом к этому подготовились. То есть те, кто готовы работать и в условиях санкций, они останутся работать. Те, кто хотели уйти в массе своей, уже ушли. Правительство подготовило резервы, то есть там по большому счету все деньги нерезидентов на российском рынке, они там составляют максимум 15-20% от объема резервов Центрального банка. То есть даже если предположить, что завтра все просто возьмут и уйдут, даже в таком маловероятном сценарии у Центрального банка огромное количество средств, чтобы все это дело погасить. Ситуация была другой в 2015 году, но за это время все просто, понимая, что этот поезд едет в этом направлении, что санкции будут ужесточаться, все свои стратегии пересмотрели. То есть сейчас ожидать каких-то серьезных, событий, которые произойдут от тех или иных решений, нельзя. Понятно, что есть еще отдельная история про персональные санкции, которая, конечно, там сильно влияет на некоторых отдельных олигархов и отдельные группы лиц. Да? То есть история с Дерипаской, который, по сути, утратил контроль над собственным бизнесом оперативный, просто для того, чтобы выйти из потенциального решения США, она очень показательна. То есть весьма вероятно, что еще ряд российских олигархов в ближайшее время лишится, в том числе, физического контроля над некоторыми своими активами за рубежом, да и даже, может быть, и над российскими. Но это на российскую экономику, скажем так, как большую структуру, фактически не влияет. Это такие вещи, такие внутриэлитарные и касающиеся конкретных лиц. В принципе, весь инструментарий экономического давления, за исключением крайних мер типа отключения СВИФТа, он уже, по сути, исчерпан. Все остальные меры, они, либо нереализуемы, в перспективе 10 лет, как, например, ограничение экспорта российских энергоносителей. То есть это была бы самая действенная мера, но для нее нужно построить новые НПЗ, потому что существующие заточены на российскую нефть, и их переоборудовать стоит столько же, сколько построить новый, изменить маршруты трубопроводов и очень-очень много чего сделать. Это быстрее, чем за 5-10 лет, в принципе, нереально. И есть SWIFT. Это единственный инструмент, который, может нанести какие-то разовые серьезные потери для текущей ситуации, но я пока не вижу готовности западных лидеров к его использованию. Дмитрий, еще один такой вопрос. Я смотрю статистические данные. За прошлый год нефть подорожала на 23%. А на самом деле, что это означает для российской экономики? Смотрите, бюджет Российской Федерации был на 2018 год был сверстан с дефицитом что-то порядка 2% ВВП. А реально он был, даже 2 с чем-то, мне кажется, реально он был исполнен с профицитом в 2 с лишним процента ВВП. Профицит российского бюджета в этом году был самым большим с 2007 года. Соответственно, значительная часть тех фондов, которые тратились в 2014, 2015, 2016 году, фонд национального благосостояния и другие кубышки правительства, они, по сути, за прошлый год вернулись к докрымским уровням, то есть к уровням до 2014 года. Значительная их часть. Российское правительство достаточно сильно сократило свои расходы за 15-16 годы, 17 соответственно, когда сейчас в 18-м пришли достаточно большие дополнительные деньги, оно их не тратило.
ну, опасаясь в том числе санкций и всего прочего. И понятно, что это очень сильно повлияло на ситуацию. То есть у нас на текущий момент резервы Центрального банка примерно такие же, там 460-80 миллиардов, как были перед крымскими событиями 5 лет назад. Но при этом внешний долг, с учетом частного сектора корпоративного, снизился с 750 миллиардов до 450. То есть, грубо говоря, внешний долг за эти 5 лет сократился почти в 2 раза, а резервы остались примерно теми же. То есть это, конечно, отражается на том, что не растут доходы населения, отражается на том, что там не растут, условно, пенсии и другие вещи, которые можно было в других ситуациях бы повышать. Но понятно, что первый натиск санкционного давления и то, к чему это привело там, в 2015 году, например, это очень сильно испугало российские власти. И сейчас вся позиция состоит в том, что когда деньги, когда цена на нефть высокая, то все дополнительные деньги просто поступают в кубышки. И реально устойчивость финансовой системы к любому внешнему давлению российской финансовой системы, особенно за последние 2 года, резко возросла. Просто расходы были сокращены. У нас за прошлый год, по сути, бюджет был исполнен в номинальном выражении, то есть без учета любой инфляции, почти в один, как за позапрошлый. То есть в рублях расходы остались теми же. В рублях, да? Да, несмотря на инфляцию и так далее, да? То есть расходы остались все равно такими же. Да, почти ровно такими же. Вот как бы ситуация. То есть как бы сократили расходы, сократили некоторые там безумные мегапроекты, сократили военные расходы, то есть они сокращаются. Пиком военных расходов был 15-16 год, уже в 16-м они начали сокращаться, а сейчас линейно сокращаются. Поджали социалку, вот сейчас повысили пенсионный возраст, то есть ребята готовятся к тому, чтобы очень долго удерживать эту ситуацию, очень долго сидеть в ней, соответственно, создают резервы у них большие, поэтому очевидно, что в условиях санкций российская экономика не будет расти, по крайней мере, там, темпами больше, чем 1,5% в год. Но что-то катастрофическое при таких резервах произойти тоже не может. А правительство целенаправленно нацелено на то, чтобы собирать резервы, уменьшать риски, им наплевать на рост экономики в текущей ситуации, они просто обеспечивают себе безопасность на случай, не дай бог, что там нет. Понятно, да. Там ударит. Понятная стратегия. Да, спасибо огромное. Дмитрий Некрасов, российский экономист, был с нами на прямой телефонной связи. Я благодарю Дмитрия. И далее мы будем говорить про санкции. Напомню, что сегодня президент Соединенных Штатов, точнее, это вчера произошло, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал продление еще на год санкций в отношении России за российскую аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины в 2014 году. А вот насколько сами крымчане ощущают влияние этих американских и, может быть, европейских санкций в своей повседневной жизни? Как это сказывается на территории полуострова? Это мы обсудим с Заиром Смедляевым, крымско-татарским активистом. Заир, приветствую вас. Добрый вечер. Заир, скажите, можете вы по себе сказать, может быть, не только по себе, по крымским предприятиям, по крымской экономике, просто по крымчанам, есть ощущение того, что есть эти санкции или нет? Еще как это все ощущается, рост цен идет, дорожают энергоносители, скажем так, простой пример, стоимость бензина. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Нефть дорожает, бензин дорожает. Соответственно, подорожал бензин, транспортные услуги подорожали. Подорожали транспортные услуги, дорожает продукция. Если я раньше покупал там пачку масла за 96 рублей, то теперь уже 120. Это буквально за короткий промежуток времени. Маслозавод у меня рядом под носом. Какую отрасль не возьми, все это чувствуется, все это ощущается. Поэтому, когда некоторые уже политики там о чем-то разговаривают, они уже говорят первым делом, если раньше у них искандеры заливались там от хохота, то теперь говорят, санкции же не обоснованы, это несправедливо. То есть этот хохот у искандеров уже резко прекратился. То есть они теперь пытаются объяснить те или иные неурядицы экономические, в первую очередь, введением этих санкций?
Да, ну, плюс, помимо санкций, воровать меньше надо, ну, Мгм. они к этому приучены. Понятно. Спасибо. Заир Смедляев был с нами на телефонной связи, крымско-татарский активист, и мы сейчас говорили с ним по телефону. Дорогие наши радиослушатели, если вам есть что сказать, да, можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону и рассказать, каким образом вы чувствуете на себе влияние вот американских санкций. Почему мы сегодня об этом говорим? Ну, потому что президент США Дональд Трамп вчера подписал продление еще на год санкций в отношении России за незаконную аннексию Крыма и за вмешательство России на территории Украины, на востоке Украины в 2014 году. Сейчас с нами на связи Мария Ионова, народный депутат Украины. Мария, приветствую вас. Доброго дня. Да. Скажите, пожалуйста, вот интересует вот это продление санкций. Но мы вот говорили сегодня уже и с российскими экономистами. Они говорят, что в принципе российская экономика ни вчера, ни сегодня практически никоим образом не отреагировала на продление санкций. То есть вот когда появляется сообщение о введении новых санкций, всегда бывает там либо там скачок валюты, либо какие-то падения курса акций российских предприятий. Но вот само просто-напросто продление санкций, к нему россияне уже практически были готовы. В связи с этим у меня к вам вопрос. Вот такое продление санкций, оно каким-то образом вообще влияет на ситуацию в России и на отношение российского руководства к аннексии Крыма? Ну, чесно кажучи, від росіян іншої відповіді і не передбачається. Звичайно, вони будуть до останнього говорити, що це прекрасно. Насправді, дані санкції, які продовжені на рік, повторююсь, на рік, да? Тобто не кожні півроку, як європейські санкції, а саме на рік. Тобто ця проблематика, по-перше, це персональні санкції, і там є ті люди, які впливають на, скажімо так, думку Путіна. Також це те, що стосується інвестицій, це те, що стосується боргу Російської Федерації, банківський сектор. Тобто ця послідовна міжнародна політика щодо територіальної цілісності України від наших американських партнерів, вона говорить про те, що вони не приймуть анексію Криму. І вони не приймуть тимчасово окуповані території, те, що стосується Донбасу. Ну, тому, якщо ви побачите назву документу, да, який якби text of a notice on the continuation of a national emergency with respect to Ukraine. Тобто воно говорить про те, що якби американці вважають територіальну цілісність взагалі ці санкції, тобто для них це є національний надзвичайний стан щодо якби поваги до України, розумієте? Тому те, що це не б'є по російській економіки, ну це неправда, тому що все одно коло звужується, все одно якби російській економіці все важче і важче, і насправді просто хотілося б, знову ж таки, ми дуже очікуємо, що будуть санкції по Північному потоку-2, і хотілося б, щоб ці санкції були також синхронізовані на рік продовжені, так і в Європейському Союзі. Тому, відповідаючи на ваше питання, світ ніколи не сприйме анексію Криму. І тут Путін має вже вирішувати, тому що дійсно кільце цих санкций навколо нього, вони дуже сильно вже стискаються. Мария, но тут дело вот в чем. Дело в том, что даже те же самые российские экономисты, они говорят, что влияют санкции, конечно же, на российскую экономику, просто говорят о том, что не будет катастрофических последствий. И с этой точки зрения они делают вывод, вот сегодня с нами был Дмитрий Некрасов, и он говорит о том, что, ну, наверное, было бы действенными такими санкциями в отношении России. Это там, например, эмбарго на приобретение, на экспорт нефти российской, или какие-то, ну, или там отключение от системы SWIFT. То есть вот что действительно могло бы серьезно повлиять на экономическую ситуацию в России. Насколько вот это возможно? Вы сейчас уже говорите о таких крайних инструментах. На самом деле политика санкционная и Соединенных Штатов Америки, и Европейского Союза, у них уже есть этот опыт. И поэтому они, скажем так, действуют последовательно. Они показывают
Российской Федерации и Кремлю о том, что вот эти все обмежувальні заходи щодо Российской Федерации, то есть они для них очень серьезные, и поэтому они будут усиливать, да, как бы усиливать эти санкции, усиливать свои инструменты и механизмы. Я думаю, что SWIFT, мы уже говорим об этом, мы говорим о нефтепродуктах, то есть это уже, мы говорим об этом с конгрессменами, то есть это уже, скажем так, на слуху, да, а мы с вами понимаем, что то, что на слуху, в конце концов, оно приводит и к действию, поэтому, как говорится, то, что касается, более того, официальных осіб Российской Федерации, то, что касается личного окружения Путина. То есть это все будет действовать, потому что они не могут вести бизнес, они не могут открывать новые проекты, они не могут в банковской сфере принимать участие. То есть это все в любом случае, скажем так, подведет к тому, что Путин все-таки должен будет уже решить, как ему, как говорится, двигаться дальше, все-таки рушить это, да, дальше разрушать этот мировой порядок, международное право, или все-таки одуматься, потому что ему, как говорится, осталось-то недолго быть президентом Российской Федерации, но это все равно каждый год это продлевается. И вы же видите, что ведь это уже третий, то есть это уже не первый раз на год продолжили, да? То есть первый раз это было введено в 2014 году. Я все равно считаю, что это, хотим мы или не хотим, но это подвигает нас к тому, чтобы Путин вернулся в международное правовое поле. Понятно. Спасибо вам за ваше время и за ваше мнение. Мария Ионова, народный депутат Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные. У нас есть звонок сейчас из Крыма. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Да. меня зовут Владимир, я живу в городе Джанкой. Да, Владимир, слушаем вас. Вот смотрите, у меня больше не вопрос, у меня больше реплика. Да. Многие телеканалы, зачастую украинские в основном, они как бы, акцентируют внимание на санкциях. И вот смотрите, уже 28 тысяч экспертов в 2014-2015 году выступали, что если санкции, они задавят, задушат экономику, все остановится, все пропало. Буквально денег там остался последний мешок у России, и ей прожить буквально год-два. Вот нынче 19-й год. Да, может, какие-то олигархи похудели, но простой народ, я не думаю, что там именно как-то отразятся санкции конкретно на простом народе. Ага, хорошо. Давайте так, сейчас я понял вашу, есть, конечно, у нас и такая статистика. Вот, например, сайт РБК приводит данные о том, что, например, некоторые, вот тот же самый Аркадий Ротенберг, один из российских олигархов, его состояние было в 2014 году 4 миллиарда долларов, а в марте 2018 года 3 миллиарда долларов, то есть практически на миллиард он стал беднее. Это с одной стороны. С другой стороны, есть также данные о том, что и зарплаты в России самой, если упали практически в 1,5 раза, если брать в долларовом эквиваленте. Не в рублевом, а именно в долларовом эквиваленте. То есть, есть разные данные, конечно. А вот вы в своей жизни, вы не ощущаете, Владимир, вы, живя в городе Джанкой, каким-то образом санкции ощущаете на себе или нет? Никак мы не ощущаем санкции. И еще я хотел вернуться тут немного о Крымском мосте немного поговорить. Просто 28 тысяч экспертов говорили, что все деньги разворуются, моста не будет, это все прорва. Сейчас мост есть, экспертов нет, но с космоса начали разглядывать именно трещины на Крымском мосту. Понятно. Понимаете? Да. Понимаю, хорошо. Это не совсем к санкциям, конечно, не к теме нашей сегодняшней программы, но спасибо вам за ваш звонок. Владимир, мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Николаем Капитоненко, политологом-международником, эксперт Института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер. Николай, на ваш взгляд, почему вот просто-напросто, ну, не знаю, просто-напросто, не просто-напросто, но вчера господин Трамп подписал продление санкций, американских санкций в отношении России еще на 1 год. Но это просто-напросто продление, а не введение новых санкций. На ваш взгляд, насколько просто продление санкций, которые уже существуют, могут повлиять на решение, на принятие решений руководством России, на изменение этих решений по отношению к аннексированному Крыму, по отношению к оккупации Донбасса и так далее? Я послушал немного Марию Ионову, как я понял. Да, была Мария Ионова. Потом звонок был, да, из Джанкоя. И, конечно, я вспомнил сразу 14-15 год, эти дискуссии, которые в Украине развернулись вокруг вопроса санкций. Нужно понимать, что тогда еще нужно было понимать, и тем более нужно понимать сейчас, что санкции в современном мире – это очень неэффективный инструмент. И за последние 30-35 лет эффективность санкций в лучшем случае в районе 20% находится. То есть это то количество случаев, когда с их помощью удавалось изменить поведение государства, против которого они вводились. При этом это были, как правило, государства маленькие и более-менее демократичные. Это государства, которые лучше всего влиять на них можно с помощью санкций. Государства, которые большая экономика, авторитарный режим, для них санкции часто бывают даже полезны, потому что помогают сплачивать население вокруг образа внешнего врага и делает режим еще более устойчивым. Вот я, слушая, опять же, ваши данные о зарплатах, о победневших олигархах, есть простые цифры, которыми можно оценить эффективность санкций. Это динамика валового национального продукта российского, которая примерно похожа на нашу. Может быть, там последний год на 1-1,5% меньше, чем у нас, но мы ниже упали с другой стороны в 2014-2015 году. И нельзя сказать, что против нас-то санкции никто не вводил. У нас есть другие, конечно, обстоятельства, которые влияют на экономику не очень хорошо. Но можно сказать, что долгосрочного эффекта от санкций в плане общего ослабления экономики России нет. Есть больше эффект структурных проблем, которые в экономике и России, и всего постсоветского пространства 30 лет уже есть. Из-за этого, да, есть проблемы, и можно сказать, что все мы вместе отстаем от развитой части мира. Есть проблема с курсом рубля, но она скорее связана с ценами на нефть, а не с действием санкций. То есть санкции не помогут изменить поведение России. С другой стороны, они являются инструментом, конечно же, не защиты интересов Украины, а защиты интересов тех, кто их вводит. То есть американцы очень грамотно санкциями умеют пользоваться, знают, когда их нужно вводить, новые расширять, углублять, или просто угрожать возможностью их введения, что более эффективно. И вот на нашем примере можем посмотреть, насколько тонко они владеют этим инструментом. Они играют с Россией в собственную игру. У них Россия рассматривается в качестве такого полезного противника, которым можно кого-то напугать, где-то можно ослабевшую Россию заставить поддержать американские интересы. То есть для них санкции – это превращение России в такого более податливого партнера-соперника. Да, но, Николай, но вот даже если вот с этой точки зрения, с 2014 года прошло уже 5 лет, а Россия, несмотря на вот продление этих санкций уже в течение 5 лет за аннексию Крыма, так до сих пор и не согласилась обсуждать вообще будущее или там признать незаконность аннексии или обсуждать будущее полуострова. И вообще, то есть нигде даже все российское руководство, если они хотя бы там по востоку Украины, они обсуждают эти вопросы, но Крым они не обсуждают никоим образом. Цель американских и европейских санкций не в том состоит, чтобы заставить Россию обсуждать Крым или тем более, чтобы заставить ее вернуть Крым Украине. Она состоит в том, чтобы долговременно ослабить Россию, ее военные возможности. Этого не достигли. Доллар упал, в смысле вырос, рубль упал, и военный бюджет российский со 100 с лишним миллиардов долларов сегодня 65 всего лишь. То есть возможность России активно противодействовать американским и европейским интересам в других местах мира резко сократилась. Они не уходят из Крыма, они настаивают на том, что вопрос по Крыму закрыт, и с помощью санкций эту позицию изменить никак нельзя, и я не думаю, что американцы стараются это сделать. Но они резко сократили свои возможности противодействовать американцам в других местах мира. То есть Крым
стал таким своеобразным капканом для России, в который она попала, и американцы могут замечательно ее там держать. Есть декларация Помпео, такая же, как по аналогии с декларацией Уоллеса, которая не признавала оккупацию прибалтийских государств Советским Союзом. Десятилетия это дело все тянулось. Точно такой же документ американцы приняли в прошлом году, настояв на том, что да, Крым это будет постоянная проблема, они никогда его не признают и будут постоянно держать Россию на этом крючке. Станет ли нам от этого легче, зависит от того, сможем ли мы использовать те возможности, которые будут возникать. Но санкции автоматически просто надеются на то, что они приведут к критическому ослаблению России, которого, кстати, на Западе мало кто хочет, или что они ставят пересмотреть свою позицию. Я думаю, это все-таки наивный несколько взгляд. Спасибо Николаю Капитоненко за реалистичный взгляд и за то время, которое он уделил нам, нашим радиослушателям. Николай Капитоненко, политолог-международник, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Через несколько секунд здесь появится Станислав Юрченко, и мы вместе уже будем рассказывать